А я слышала, что вы были знакомы с самим Пушкиным. Все верно, мы учились в лицее. Как же это интересно. Скажите, а может быть вы знаете, в каком возрасте он написал свое первое стихотворение? Конечно, знаю. Свое первое стихотворение он написал в 5 лет. О себе. Кудрявый отрок смотрит вдаль. Да как это прелестно. В 1814 году в журнале «Вестник Европы» было напечатано его первое стихотворение под названием «К другу-стихотворцу». Как вы считаете, оно было посвящено Вильгельму Кюхельбекеру? Пусть для литературоведов это останется загадкой. А как же называли Пушкина в лицее? Тут все очень просто. Француз. Позвольте. Я вас любил, любовь еще, быть может, душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимой, быть другим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимой, быть другим. Скажите, говорят, Наталья Гончарова была первой любовью Пушкина. Нет, что вы, 101-й, и это не шутки. О, а таким же азартом, как в любовных делах, Пушкин еще в чем-то отличался? Да, в карточных играх. Они помогали ему избавиться от хандры. Скажите, а сколько же дуэлей было у Пушкина за всю его жизнь? Несколько десятков. И всего 15 он назначил самостоятельно. Говорят, что Пушкин был знаком с Гоголем. Это правда? Да, конечно, и сюжет «Мертвых душ» и «Ревизора» подсказал именно он. Произведения Александра Сергеевича Пушкина уже стали образцом великой русской литературы. Но в свое время находились критики, которые, скажем так, больно жалили его. Он с особым вниманием читал критику, коим подавал повод. Он не отвечал критикам, потому что ему было совестно повторять школьные и пошлые истины, толковать о грамматике, азбуке и риторике, а затруднительнее всего было оправдываться там, где не было обвинений. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томление грусти безнадежно, в тревогах шумной суеты, звук
звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Скажите, а какая мечта была у Пушкина в молодости? Он мечтал стать поэтом, оставив после себя имя.